уважаемые телезрители! Сегодня наша тема – водные ресурсы Абхазии. Я попытаюсь рассказать в полном объеме, какие у нас воды, сколько ее у нас и для чего она пригодна. Водные ресурсы Абхазии представляют собой один из главнейших богатств нашей страны. Источниками водных ресурсов являются наши реки, озера, ледники и подземные воды. В целом Абхазию можно считать единой большой водохозяйственной территорией, так как и восточная наша граница идет по реке Ингур, и западная наша граница идет по реке Псов. На территории Абхазии 120 рек. Две самые большие из них – это река Кодор, которая образуется от слияния двух рек, горных рек Сакен и Гвандра, которые берут свое начало от ледников в отрогах Большого Кавказского хребта. Дальше, значит, прорываясь сквозь скальные породы, Кодор выносит свои чистые воды к морю. Его среднегодовой сток равен 144 кубометров в секунду. Это очень большой объем воды. Другая по своей значимости река Бзыбь. Она несет свои воды через два района. Это берет начало в Сухумском районе, также в отрогах Большого Кавказа, питается 10 ледниками. Спускаясь в низовье к морю, она выходит в море недалеко от курорта Пицунда. И важность этой реки в том, что она образует пляжную систему нашего курорта. Между этими реками проходят также большие реки, которые питают питьевой водой наши города и районы. Рассмотрим такую реку, как Киласур, восточную часть города Сухум и Гульрыбский район питает чистой питьевой водой. Другую часть Сухума добывает воду из реки Гумиста. Гумиста имеет два ответвления, это восточное и западное Гумиста, и несет свои воды более спокойно, чем, допустим, реки названных рек Кодора и Бзыпи. Это вот два артезианских бассейна, огромных артезианских бассейна, это Кодорский и Бзыпский. Река Кодор в длину более 119 километров, более 120 километров, по некоторым данным, там даже и очевидно по сложению двух рек, из которых она вытекает, вместе с этими реками более 140 километров. Бзып чуть меньше, 110 километров по одним данным. Данные везде разные, но от этого качество воды, допустим, и ее значимость не меняется. Необходимо сказать, что если сложить все реки в длину, которые протекают в Республике Абхазия, это примерно 5000 километров. По всем показателям водоносности Абхазия занимает одно из первых мест в мире. По соотношению территории и на душу населения это действительно так, и воды у нас предостаточно. Кроме самих наших горных рек, у нас есть еще низовные и средигорные реки. Они, может быть, не такого качества, как наши горные реки, но значимость их не меньше, по сути, поскольку многие из них пригодны к употреблению.
Хочу остановиться на наших прибрежных реках. Они также играют свою важную роль. Такие реки у нас есть в каждом районе, в каждом городе. Через каждый город у нас проходит река. Если начать с наших восточных границ, через Гал проходит во въезде в Гал река Окум, в верховьях, чистейшая река, прорываясь также через скалы, но не такая большая, вырывается спокойно в море, спокойным течением, даже образуя некоторую гладь воды озерная. В рыбодне содержится в верховьях форель, в низовьях есть и другие виды рыб. Она прогревается довольно хорошо, и летом люди с удовольствием купаются в ней. В таких реках, как Кодор, допустим, Бзыбь, Киласур, искупаться даже в летнее время не совсем комфортно, поскольку их температура не превышается больше 15 градусов. И это один из показателей сохранности питьевой воды. Далее я хотел бы сказать о нашей такой реке Восточной Абхазии, которая проходит также через два района, это Ткварчальский и Ачамчирский. Я ее называю река Страдалица Алцга. Вода в реке Алцга очень хорошего, отменного качества. Но, есть одно но, она используется не специально используется, в нее ничего специально не сбрасывается, но всем нам известно, когда добывали уголь открытым способом, угольный шлам попадал в эту реку, и она имела неприглядный вид и для употребления была непригодной. Сегодня, слава Богу, река идет чистая, в ней появилась та же форель, и она себя чувствует хорошо. Надо бы сказать о том, что наши реки, пробиваясь вниз к морю, создают свой природный ландшафт по своим берегам, со своей уникальной растительностью и красивыми береговыми ландшафтами. И некоторые из них становятся меккой для туристов. Они с удовольствием приезжают посмотреть на бурные потоки реки Кодор в верховьях, и те реки, которые впадают в эти большие реки, на реку Сакен, которая, я сейчас перейду плавно к минеральным водам, поскольку каждая река имеет какой-то минеральный источник. Наши минеральные источники, мы богаты минеральными, территория Абхазии богата минеральными источниками. Это известные легендарные аватхарские источники. Сегодня только бутилируется аватхарская вода. Остальные, к сожалению, пока не имеют применения, такого широкого применения, но они есть, и люди их употребляют в лечебных целях. Есть гагарские источники, приморские источники, сухумские кислые источники есть. Они бездействуют и не применяются, но опять-таки люди сами, прознав про их целебные свойства, применяют их и с удовольствием какие-то воды выпивают, какие-то воды в лечебных целях применяются в лечебных целях. В этом смысле одна из интереснейших территорий в верховьях реки Алцга, наши радоновые воды, ванны. Радон там присутствует. Как известно, радон в каких-то количествах является лечебным. Радон – это газ, который быстро улетучивается, и перед тем, как применять такие воды, необходимо иметь хорошую консультацию врача. Радоновые воды, сама природа приготовила их для применения, нет необходимости вмешиваться в их состав или в их температурный режим. Они появляются на свет в
с температурой 29-32 градуса, что вот необходимо для принятия ванн. И также имеются у нас горячие источники. Они в основном искусственно созданные, пробуренные и идут с глубин до 2000 метров с температурой выхода на поверхность до 100 градусов. Некоторые из них 105-110 градусов. Они кальциевые, серно-кальциевые воды, но в них также в некоторых присутствует в малом количестве радон и являются лечебными. Это вот такое вот наше богатство в реках и минеральных водах. На нашей территории также имеются большое количество малых, больших озер. По нашим меркам это будут большие озера. И некоторые из них являются резервуарами огромного количества чистой воды, которую можно употреблять. Одно из таких озер, озеро Рица, которое также используется в рекреационных целях и эксплуатируется на сегодняшний день. Оно расположено в нашем реликтовом национальном парке. Озеро Рица известное водное пространство. Сегодня мы имеем возможность брать постоянно, причем мы это делаем постоянно, ежегодно берем пробу воды, и, слава Богу, она находится в неизменном состоянии. Вы, наверное, многие слышали о том, что произошел большой оползень в верховьях реки Аватхара. В данный момент озеро Рица чуть-чуть мутноватое, и после дождей, поскольку сошел селевой поток и расположился на небольшом участке примерно с размером в 300 метров, и постепенно, конечно, он будет смываться в озеро Рица при выпадении интенсивных осадков. Но придется, конечно же, этот дискомфорт пережить. Я думаю, что все будет нормально. Это естественный процесс, где никаком о техногенном вмешательстве там нет речи. Это вот об озере Рица. Там запрещено использовать какие-либо бензиновые или дизельные моторные лодки или суда с дизельными моторами, лодками. Там используется одна единица с электродвигателя от солнечных батарей, и остальное все там на механические катамараны. Конечно же, их число пытаемся контролировать, чтобы небольшая гладь, всего 2,5 километра в длину это озеро. Тем не менее, красота вокруг этого озера, созданная самой водой, ландшафт, привлекает очень много людей. И каждый житель Абхазии, побывавший несколько раз на Рице, каждый раз волнительно приезжать в это место и смотреть это огромное, красивое, для нас огромное, красивое озеро. Не менее интересным является Малая Рица, которая не имеет свободного входа, открытого входа воды и также выхода. Вся ее подпитка происходит с подземных вод. Также питается ледниками. Вода прозрачная, чистая, без посторонних вкусов, пригодная к применению. Сам пробовал эту воду, готовили на этой воде. Была экспедиция лет 10 назад, труднодоступная. Пешком нужно пройти, проложена тропа, и нужна особая подготовка, конечно, чтобы дойти до него. Иногда, как представитель экологического ведомства, я думаю о том, что чем
труднодоступнее наши озера, тем, наверное, лучше, тем лучше они сохранятся. Когда-то до наших труднодоступные наши районы невозможно было проехать, пройти там. Сегодня это уже возможно, поскольку техника не стоит на месте, развивается. У нас появились, у нашего населения, да и везде появилась техника с высокой проходимостью, поэтому нет проблем, чтобы добраться до того или иного места. Да и снаряжение современное позволяет это сделать. Хотел бы еще рассказать немного о озере Амткял, о необыкновенной красоты озера со своим характером. Она имеет открытый вход воды реки Амткял, но открытого выхода нет. Вода сбрасывается в пустоту, клюз, и присоединяется где-то в другом месте к нашим рекам, мимо идущим рекам. Вода в этой реке также прозрачная, также не имеет посторонних вкусов и пригодна к потреблению. Рыбы в ней достаточно много. Туда в основном пешие поднимаются пешком. Тропа есть, безопасная тропа, люди поднимаются пешком. Пользуясь случаем, хотел бы сказать о том, что после себя люди должны все же уносить с собой принесенный весь с собой мусор. Хочу остановиться на наших низовных озерах. Не умаляет их достоинства от того, что они непригодны к потреблению, как наши высокогорные озера, но они свою роль играют отменно, поскольку водный режим этих территорий, они сохраняют водный режим и баланс этих территорий. Я считаю, одно из интереснейших озер – это Малый Бибисир, комплекс озера Бибисиры. Это на границе Гальского и Ачимчирского района. Сегодня это Ачимчирский район. Чем уникально это озеро? Эти озера расположены в колхидской низменности. Вода в них прогретая. У них свой уникальный растительный и животный мир. Ихтиофауна там уникальна. В этом озере водятся такие рыбы, как самы. Усатая, большая, огромная рыба, вырастающая до огромных размеров. И еще немаловажный факт, хочу об этом сказать. На этом озере произрастает водяной орех. Следы его произрастания там были найдены. Вот мы обговариваем ситуацию, как бы этим летом соорудить такую экспедицию, чтобы отправиться исследовать это озеро. Рагульник в народе называется, или чертов орех. Это интересное водяное растение. Во многих регионах Российской Федерации занесен в Красную книгу, и у нас он попадает в Красную книгу. Другие не менее интересные озера расположены на территории Пицунды. Это Инкит, Змеиное озеро и несколько озер, малые озера, которые окружают эту территорию курорта Пицунда. Они играют свою роль, сохраняя реликтовый древостой пицундской сосны. В озере Инкит чуть-чуть начала подсаливаться вода, очевидно, пробивается морская вода туда, что нехорошая тенденция. И я думаю, что Институт экологии над этой проблемой работает, и будет какое-то резюме вынесено. Они также соблюдают водный баланс этих территорий. Ни в коем случае нельзя их или отбирать у них пространство, засыпать их или там осушать их, или что, потому что нарушится водный баланс, корни деревьев могут остаться в пустоте, так как между озером Инкит и морской прибрежной частью расположен уникальный древостой реликтовой пицундской сосны, который имеет курортологическое, курортное значение.
туристическое значение. Весь курорт Пицунда образован в том числе из-за вот этого вот курортного, из-за вот этого древостоя. И это сегодня является заповедником. Поскольку пицунская сосна является фитонцидом, сейчас говоря о воде, но хочу подчеркнуть о том, что озера, которые находятся, сохраняют этот древостой. Пицунская сосна является фитонцидом, мощным фитонцидом, когда, в то время, когда она цветет. Как раз это сейчас происходит. И пыльцой подышать, этой пыльцой сегодня поправить свое здоровье, есть такая возможность на нашей территории. Хотел бы еще сказать о воде, есть о наших водах. Наша республика претендует на то, что все наши реки берут начало на севере, допустим, в отрогах Большого Кавказа, на территории Республики Абхазия, и, проходя через нее, впадают в наши воды Черного моря, принадлежащие Республике Абхазия. Мы не делим ни с кем наши водные объекты, ни с какой страной. Проблема эта в мире стоит. Последний конфликт Киргизии и Таджикистана был именно из-за воды, именно из-за водного ресурса. А в мире все чаще и чаще встает вопрос чистой питьевой воды, а проблемы в этом у нас нет, но Организация Объединенных Наций все чаще и чаще ставит проблему и вопрос о чистой воды. По статистике, каждый 10-й житель нашей планеты Земля не имеет прямого доступа к чистой питьевой воде, а каждый 7-й ее житель вообще не имеет доступа к этой воде. И вы представляете, что может происходить в этих странах, где болеют дети, где не поддерживается санитарная обстановка, где вторично применяют воду. Да и Европа не может себе позволить применять вот так вот воду и выливать. У нас этой проблемы нет. Я думаю, что одной из статей экономического развития нашей республики может стать в ближайшем будущем наш водный ресурс. Есть такие уникальные реки, и претендует одна из них на самую короткую реку в мире. Это река Репруа, которая выходит из-под Гагарского карниза мощным потоком, и эту воду потребляет Гагра, город Гагра, жители города Гагра. Оттуда его закачивают в Верховье насосом. Уникальность, хотел бы подчеркнуть еще такую уникальность нашего водоснабжения Ачемчирского, Гальского и Ткварчельского района. Там самотеком вода идет. Я уже говорил про это, еще раз хочу повторить. Галерея в слиянии два Баймоквы. Находится водная галерея, которая обеспечивает Ачемчиру и ближайшие села питьевой водой. Не менее интересная в районе местечка Речхи или села Речх из-под скалы вырывается наружу вода, которая перегородили путь, сделали бассейн и поступает в город Гал как питьевая вода. Наши воды нет необходимости готовить или отбирать у них, или химический состав ее. Гидрологическая составляющая приготовила сама природа. Просто подготовить ее как бактериальная составляющая необходимо, конечно же, и эти методы современные. Сегодня у нас хлорируют воду, но в скором будущем, я думаю, мы сможем ее ультрафиолетом обеззараживать. И это будет наиболее эффективнее и лучше, конечно. Что хотел бы сказать, стоящие остро вопросы о потреблении воды в мире стоят, конечно, во многих странах остро. Ближний Восток, пол-Африки, хотя у них огромные запасы воды, но да, они не имеют питьевого такого, их нужно предварительно очистить
вложив в это огромные затраты. У нас таких проблем нет. Но это не значит, что мы должны относиться как попало. Нам необходимо этот ресурс сохранить и использовать его во благо нашей республики. Вот по поводу вод Абхазии. До войны, я помню, вышла книжечка «Минеральные воды Абхазии», автор, если мне не изменяет память, Джалагония. Да. Где вот очень сильно меня так вразумила цифра такая, что каждый день в землю Абхазии выливается до 20 миллионов тонн минеральных родниковых вод. Это очень большая цифра, которая вода, которая уходит в землю. Скажите, возможно ли было бы сделать вот этой отраслеобразующей точкой дохода для нашего государства? И если это возможно, то нанесет ли это урон экологии Абхазии? Спасибо за вопрос. На самом деле Джалагони описывал такую ситуацию. Наверное, это все же и исследовательские данные были сделаны. Это некоторые страны на пресной воде зарабатывают воду, и Ближний Восток сегодня, в их рынок пресной воды невозможно войти. Они изыскивают все чистейшие источники мировые и реализуют у себя в стране. И не только у себя в стране. Конечно, может, но, наверное, мы понимаем о том, что частично признанная наша республика, тяжело ей вырваться на международный рынок, даже на рынок Российской Федерации не так просто зайти со своими водами. Я был удивлен, когда увидел воду Гумиста в Москве, в одном из медицинских учреждений, реализовалась, стояла, во всяком случае, на витрине вода Гумиста. Мне было, конечно же, приятно, и я почему-то почувствовал за свою страну некую гордость. Тяжело пробиться на эти рынки. Всевозможные минеральные воды на нашей территории присутствуют. Вот Джалагони описывал о 20 миллионах. Он описывал все совокупное количество этих вод. Наверняка такая цифра, такое есть. И есть количество наших, есть такие воды минеральные, типа нарзан, да, их количество небольшое. Но люди используют их сами. Это наше население, приезжают, звонят мне, просят как-то попасть на Адангу, привезти им эту воду. Она лечит множество всяких болезней, в том числе, которая так надоела людям, псориаз, невозможно жуткая, дискомфортная такая болезнь, которая... И вот есть такое, можно весь этот ресурс использовать и минеральной, и питьевой воды. Поскольку питьевая вода у нас есть подземная питьевая вода, которую вообще не нужно ни бактериологические какие-то вмешательства, ее обеззараживать, и гидрохимический ее состав. Просто, выйдя на поверхность, ее аккуратно изъять и бутилировать. Такие воды тоже существуют, и в ближайшем будущем, я как уже говорил, возможно, это будет одной из экономических статей нашей республики. Я в первую очередь хотел бы поблагодарить своего коллегу за интересный доклад, который мы сегодня услышали. У меня было два вопроса. На один вопрос вы уже косвенно ответили в докладе по поводу самой короткой реки. Это на самом деле так, что это самая короткая река? Это самая короткая река. На самом деле так, в мире нет больше таких рек. После нее у нас идет Ваклюз Голубого озера, который создал тоже уникальную воду такого изумрудного цвета. Это не вода такого цвета, это на дне такого цвета геологической породы. И она вытекает буквально тоже, но она чуть-чуть длиннее. И до реки Бзып нужно еще дойти. Лет 5 назад, по-моему, произошел обвал
внутри полости вот этой реки Репруа. Река Репруа перегородилась, но она быстро вырвалась, и она где-то неделю шла мутной водой, и очень, конечно же, испугались все о том, что она не восстановится. Мы несколько раз туда выезжали, брали пробы воды. Это была просто глинистая взвесь, которая через неделю успокоилась, вода пришла в норму и стала пригодной для питья, и по сей день ее употребляют. Спасибо. Еще у меня один вопрос, он тоже интересен, и его история уходит уже глубоко в прошлое. Специалисты фашистской Германии в свое время, еще до начала Великой Отечественной войны 41-45 годов, известно, проводили исследования на Северном Кавказе, в том числе и в Абхазии. И один из вопросов, который их интересовал, это найти так называемую мертвую живую воду. И эти исследования проводили также, я насколько знаю, на территории Гагарского района. Вот есть ли у нас какие-то данные по этим вопросам и вообще связаны с мертвой и живой водой? Я думаю, что Ананербе, это вот отряд, немецкий отряд, специальный отряд, оснащенный по тому времени, по последнему слову техники, специально подготовленные люди здесь искали именно наши живительные источники. А вот эта живая и мертвая вода, это кодовое название было их. Поскольку в природе я таких примеров не знаю, как легенды описывают это, но чем не является живая вода, если люди больные, поднимаясь, допустим, в тоже Аватхарский кластер наших территорий, находят минеральную воду, пьют, поправляют свое здоровье, зрение, бросают костыли в верховьях Алтсги наши, где радоновые источники. Я много раз туда возил людей, которые с трудом спускались на этот источник, через 3 дня бросали свои палки, одевали обувь, и по сей день они, чем она не живая вода, а мертвая вода, я думаю, что это не более того, что кодовое название было. Сегодня мертвое море есть, Израиль омывает эта мертвая вода, и люди туда едут также поправить свое здоровье. Я думаю, только вот такой ответ я мог бы, Тимур Леонидович, вам предложить. Вот я все-таки, знаете, хотела бы дополнить ваш ответ Тимуру. Дело в том, что на территории поселка Сакен находится источник, Да. который, насколько я знаю, в лаборатории вашей исследовала ваш сотрудник, и оказалось в нем около 68% магния. Мы знаем, насколько это вещество необходимое вообще для поправления здоровья. Мне кажется, что вот эта легенда о живой и мертвой воде имеет отношение к этому источнику. Потому что если вы в течение недели будете пить такую воду, где 68% магния, то это как бы необходимость в лекарствах как таковых отпадет. Да. И насколько я знаю, до войны некоторая часть нашего Сухума ездила туда, ставили там палатки, жили спали на раскладушках и по неделям там поправляли свое здоровье. Совершенно верно. У нас, я думаю, есть Совершенно такая возможность. А он даже считался курортом. Местечко Сакен. Дмитрий Гуля еще описывал «Весна в Сакене». Так что это древнее абхазское место курорта. И не только сухумчане, а почти вся Абхазия. И там были построены не только палатки, а целые улицы деревянных домиков с деревянными заборчиками. И люди поправляли там свое зрение, железистые воды, магний там присутствует. Они прямо в пойме реки Сакен там бывают. Я там бывал несколько раз, и все время бывая в этом месте, мы привозим эти воды на испытания в лабораторию. Вы совершенно верно сказали. После войны, когда у нас здесь дислоцировались ООНовцы, да. Если вы помните, они часто проводили исследования наших рек.
Да. И насколько я помню, одно из исследований было просто грандиозным. Дело в том, что они исследовали источник в районе аэропорта нашего. И вот этот самый источник, проанализировав, они сказали, что составляющие этой воды настолько совершенна, что аналогов в мире эта вода не имеет, что она приближена вот даже к крови человеческой по своим вот составляющим, по компонентам. Насколько я знаю, сейчас Кадор вот разливает этот источник, да? Это не реклама Кадора, но вот... Ну, вот так я бы хотел на ваше такое информационное предложение сказать следующее. Кадур разливает, да, искусственный источник, который когда-то... Вы знаете, более того, что когда-то там пепсикольный завод. Пепсикола выпускается на очень хорошей, качественной воде. Иначе завод не будет работать. В Новороссийске, несмотря на то, что все воды серные, первый завод был построен в Новороссийске. Воду там готовили для этого завода. Хотя там из-под Цимдолины, по-моему, называется, нашли такую воду. Но ее готовили. Эту воду не было необходимости готовить. Ее просто отстаивали и употребляли. Более того, хотел бы вам сказать, все виды напитков, которые производятся в Республике Абхазия, по большей части заслуга нашей воды. Это будь то вино, будь то лимонад, будь то другие какие-то напитки, это заслуга нашей уникальной, чистой, хорошо скомпонованной в гидрохимическом виде, хорошая скомпонованная вода. Вот считается, когда я куда-то выезжаю, меня просят, привези пиво сухумское. Такие заводы стоят в Российской Федерации, да, современные немецкие, финские, но качеством воды они не могут похвалить. Они готовят, и очень много вложений для того, чтобы приготовить воду. У нас этих проблем нет. Ее просто нужно отстоять от взвеси и применять, можно употреблять. Это наше преимущество ли... Оно должно стать нашим преимуществом. Оно сегодня есть, это преимущество. Как вы знаете, у нас в экологии в 2 года один раз мы проводим конференцию, встречу она называется, значит, водное руководство Российской Федерации. К нам приезжают представители, поскольку приграничная река Псоу совместно используется, и огромное морское пространство у нас и есть, и Российская Федерация, и Абхазия. Мы обсуждаем там проблемы, темы, специалисты их не говорят. А вино, которое мы покупаем, допустим, в Российской Федерации, вот не такое, ну и все, вот, ну не такое. Поэтому все, их специалисты говорят, все дело в вашей воде. И это воистину так. Пользуясь случаем, я хочу обратиться ко всем нашим жителям, гостям, те, которые к нам приезжают, относиться внимательно к этому ресурсу, к водным объектам. Несмотря на то, что наши низовные реки, может быть, не такие чистые, не такие яркие, но они свою роль играют в этом природном обустройстве. И моя просьба такая, внимательно относиться к этому водному ресурсу. Ибо вода – это жизнь.